Протяженность ограждений по обеим сторонам улицы составит 2400 метров. Главная цель – защита горожан от наезда автомобилей. Всего с начала года по вине пешехода в республике произошло 28 ДТП, говорят сотрудники полиции. Большая часть из них приходится на город Грозный. Пешеходы, как мы знаем, являются самой незащищенной категорией граждан. То есть данные виды ограждения полностью ограничивают переход пешехода в неположенном месте. То есть пешеход должен будет искать пешеходный переход. Помимо защитной, ограждения будут выполнять и эстетическую функцию. Из множества эскизов был выбран вариант, который наиболее удачно вписывается в архитектурный облик столицы. Для нашего города, для наших жителей стараемся выбрать все самое красивое, чтобы оно соответствовало архитектурному облику города. Надеюсь, он нашим горожанам, жильцам, гостям столицы всем понравится. В дальнейшем такие ограждения планируют установить на остальных центральных магистралях столицы. Возможно, после этого дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов на улице будет меньше, надеются в администрации Грозного. А тем временем в районе 9-й городской больницы полным ходом идут работы по ямочному ремонту автомобильных дорог. Параллельно благоустраиваются прилегающие территории многоквартирных домов. Параллельно проводятся субботники. На субботники выходят как предприятия, так и жильцы многоквартирных домов, разные учреждения. В летние дни работы у коммунальщиков хватает. На улицах Грозного идет покраска бордюров и покос травы. Благодаря таким мероприятиям улицы столицы выглядят чистыми и ухоженными. Амина Магомадова, Дагмара Кацаева. Новости.